После кровавых событий в 2010 году были даны обещания о проведении кардинальных изменений в нашей стране, о реформах, о борьбе с коррупцией, об обновлении нашей страны и развитии нашей страны. Сегодня мы видим тенденцию узурпации власти. Сегодня мы видим, как власть сращивается с криминалом, как коррупция процветает. Нет никаких реформ в судебной системе, в прокуратуре, в Министерстве внутренних дел. Экономика стала полностью зависимой от другой страны. В преддверии выборов 2015 года это очень важное событие, переломное событие нашей страны. Мы, политическое движение Джанг Мун, провели ряд переговоров, встреч с социалистической партией Атамекен. Мы солидарны во мнении, что сегодня мы наблюдаем и усиление тенденции узурпации власти. Мы солидарны во мнении, что борьба с коррупцией провалена, что не проведены реформы, которые были обещаны в 2010 году, что в нашей стране не произошли те изменения, которые ожидались нашим населением после кровавых событий. Учитывая это обстоятельство, перед выборами в Джорк Кенеш мы, политическое движение Джанг Мун и социалистическая партия Атамекен, приняли решение о стратегическом сотрудничестве. И мы считаем, чтобы для дальнейшего успешного продвижения реформ нужно объединение всех здоровых сил. Атамекен заявляет, призывает людей объединиться в широкие народные коалицию. И наш призыв услышан. Многие партии, многие общественные движения, включая общественных организаций, представляющих определенную часть мигрантов за рубежом, и они готовы с нами работать, и исходя из того, какие наши позиции совпадают, мы заключаем стратегический договор о сотрудничестве. И мы тоже нашли точки соприкосновения, общее движением Джанг Мун. Ведь наша задача нашей партии, наше предвыборное обещание состоит только в одном: формировать новую политическую культуру, формировать нового гражданина, нового избирателя с большой буквы. Это предполагает грамотных, независимых, самостоятельных людей, которые будут основой сильного гражданского общества. Именно они будут гарантом направления, необратимости реформ в стране. И поэтому наши позиции во многом совпадают с политическим движением Джанг Мун, которые хотят изменений и стандартов нашего поведения, нашего мышления, не только физическая смена поколений, но должен быть качественная смена в нашем обществе. Для нас партия Атамекен импонирует. Это прежде всего вопросы, точнее проблемы вокруг свободы слова. Как мы видим, особенно в последнее время, на свободных СМИ идет политический прессинг. Мы считаем, что в свободном и демократическом обществе шельмование и выборочный подход, точнее политика деления на неугодных и фаворитов, неприемлемо вообще. Кыргызстан не сможет стать сильным и открытым государством, если не избавиться от таких подходов, от такой политики в области свободы слова и СМИ. И в этом плане мы солидарны с партией Атамекен, так как особенно в последнее время, за последний год-полтора, мы видим, идет на отдельные СМИ, грубо говоря, наезды, и это отражает суть и состояние верхушки власти, их подход. И мы это считаем абсолютно неприемлемым, так как если такой процесс будет и далее продолжаться, то, как Умирбек Черкешевич отметил,
Останутся лишь только те СМИ, которые будут обслуживать и выполнять те или иные услуги той части политической верхушки, которые с помощью неправомерных мер и подходов будут у власти.